Более 4 километров пути по труднодоступным местам и 900 метров над уровнем моря. В Северной Осетии открылась 4-я благоустроенная экотропа к урочищу Шуби. Экопроект реализован компанией «Русгидро». Для удобства и безопасности прохождения маршрута тропу оборудовали специальными поручнями. Также установили информационные щиты, которые рассказывают о флоре и фауне заповедной территории. Одними из первых по новому турмаршруту прошла и наша съемочная группа. Подробности у Хеда Гаплиева. Открытие новой тропы начинается с традиционных 3 пирогов. А вот и главный момент, которого ждали все прибывшие. Давайте поаплодируем. Теперь новая тропа открыта для туристов. Экотропа находится в государственном заповеднике в Алагирском районе. Вокруг только горы и леса. Но более 5 миллионов лет назад здесь было море. Есть даже доказательства. Да, отпечаток древнего моллюска. Этот моллюск был двустворчатым. Он имел обитание донное. Вместо Кавказа существовала очень глубокая так называемая синклиналь, то есть прогиб земли в глубину. Чтобы туристам было понятнее, где они находятся, здесь установлены указатели и информационные щиты. В труднопроходимых местах обустроили поручни. Всю работу проспонсировал северостинский филиал «Русгидро». Экотропа в Алагирском районе – это уже 4-й объект. До этого уже открывали тропы в нацпарке Алания. И это не единственный проект, который активно поддерживает компания. С их помощью в Осетию возвращают леопардов, которых практически уже не было в республике. Для директора филиала Виталия Тотрова главная цель – возродить дикую природу. Можно считать благотворительностью, и люди видели, что действительно у нас природа возрождается. Показать, что выпускаются новые животные, как вы знаете, это тропа к зубрам. Эта программа вообще началась в послевоенные годы, еще давно. Сейчас это все возродилось с помощью фонда дикой природы. Мы просто хотим, чтобы наши люди видели, что действительно они есть, эти животные существуют, они прекрасны. Появление таких экотроп должно стать еще одним шагом к развитию внутреннего туризма. Тем более, что здесь улучшили условия для туристов, и они могут наслаждаться дикой природой Северной Осетии без опаски за свое здоровье. Количество троп, конечно, сказывается на привлечении туристов, но в данном случае это благоустройство влияет на качество услуги, на безопасное, опять-таки, повторюсь, прохождение и комфортное. Тут, может быть, даже уже дети возраста до 7 лет смогут ходить в сопровождении детей и посещать данную тропу. Длина экотропы почти 5 километров. Здесь можно встретить уникальные деревья и животных, которые вписаны в Красную книгу. Хеда Гаплиев, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.